По случаю Международного женского дня 9 марта 2024 года в Национальной библиотеке Анкары в партнерстве с Международной сетью молодых ученых-предпринимателей и наставников и Фондом Уйгурской академии была проведена дискуссия на тему «Быть женщиной в Восточном Туркестане». Лидеры НПО, такие как профессор доктор Дилек Эргюненч из Всемирного союза женщин Турции, Сельма Гючлючетин, президент Организации примирения, и доктор Синан Демиртюр, президент Института национальной политики, которые сотрудничали в организации дискуссии, осудили политику Китая в отношении турок-уйгуров и заявили, что они поддерживают турок-уйгуров в их справедливой борьбе. Среди выступавших доктор Макферет Кемаль Юнусоглу, президент Фонда Уйгурской академии, сделал доклад о положении женщин и детей, брошенных в китайские концентрационные лагеря в Восточном Туркестане. Затем Рушен Аббас, президент уйгурского движения, рассказал по видеоконференции о борьбе уйгурских женщин против Китая в стране и за рубежом. Мусульмане Восточного Туркестана проводят Рамадан под гнетом Китая. Абдуселил Каракаш, президент культурно-информационного центра Восточного Туркестана, обратился к исламскому миру и обратил внимание на положение уйгурского и других тюркских народов, которые подвергаются геноциду в регионе и лишены возможности совершать богослужения. Он выразил надежду, что месяц Рамадан станет хорошим поводом для мусульман Восточного Туркестана и что исламский мир примет активное участие в решении этого вопроса. Автомобиль пытался въехать во дворец председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. Человек, которому помешали охранники, был немедленно задержан. Однако официального заявления по этому инциденту пока не сделано. Аналогичный инцидент произошел в Англии. Водитель, врезавшийся в ворота Букингемского дворца, был задержан. По факту инцидента было начато расследование, в ходе которого было объявлено, что никто не пострадал. Кыргызстан официально стал членом Международной морской организации 10 марта 2024 года. Согласно информации на сайте организации, Кыргызстан подал документ о переходе к членству в ООН 27 февраля 2024 года. В Международную морскую организацию входит 176 стран. Кыргызстан, не имеющий прямого выхода к морю, стал последней страной, присоединившейся к этой группе. Министерство транспорта Индонезии объявило о начале расследования в отношении пассажирского самолета авиакомпании Batik Air, который отклонился от своего маршрута из-за того, что его пилоты проспали 28 минут во время полета. Индонезийское государственное информационное агентство Антара сообщило, что было установлено, что самолет отклонился от маршрута на несколько минут из-за того, что первый и второй пилот одновременно заснули во время рейса Кендари-Джакарта 25 января. Согласно предварительному отчету Национального комитета по безопасности на транспорте, 153 пассажира и экипаж не пострадали, а самолет не получил повреждений в результате отклонения от маршрута во время полета. Арда Гюлер забил гол через 5 минут после выхода на поле в матче, в котором Реал Мадрид разгромил Сельту Виго со счетом 4-0 и дебютировал за мадридскую команду. Арда Гюлер, вступивший в игру на 89-й минуте матча, отправил матч в сетку на 90+4 и забил гол, доведя счет до 4-0. Арда Гюлер, получив мяч, увернулся от ворот и отправил мяч в сетку. Таким образом, Арда Гюлер порадовал своим первым голом за Реал Мадрид.